Слушай, Урал, а ты случайно не устал своей работой? Постоянно одно и то же. Свободная касса. А может, пора уже что-то менять? А чем еще заняться бедному студенту? Что еще делать-то? Я же востребованный работник. Моя касса всегда большая очередь. Вон, смотри, даже домой пришли. А ты говоришь, что-то менять. А может, махнем с тобой в Америку, а? Помнишь своего друга Ильшата? Уехал в Лас-Вегас. Астафирулла. Ну ничего себе. Да, вот так вот взял все, бросил и улетел. Сейчас работает, в ус не дует. И зарабатывает, кстати, больше, чем ты 10 раз. И кем он там устроился? Ну, в Макдональдсе. Ну, когда руки поднимает, говорит, фри кэш-регистр. Ну вот, а ты говоришь, что в нашей компании карьерного роста нет. Ну, давай, поедем в Америку, заработаем денег, не лады гранта купим. На тебе шурпоёб. Эй, дэки. Сейчас соберу вещи. Ну что, Гульнас, все взяла? Ничего не забыла? Не, все взяла. Лас-Вегас, жди нас!
Здесь так красиво. Сбылась мечта. Стопэ! Ну посмотри, как здесь красиво! Так, давай посмотрим, где мы находимся. Итак, мы находимся на улице Стрип. Не поняла? Стрип, это же... Да чё ты, эта улица так называется? Улица с таким названием. Ты же наверняка не задумалась, почему проспект Салавата Юлаева называется проспектом Салавата Юлаева. А я подумал и понял, то, что он так называется в честь хоккейной команды. Эй, Китари, смотри, там интересно происходит. В одной семье случилось горе. Погибли мать с отцом вдвоем, и детских слез там было море. Мне рассказали обо всем. Случилось это поздно ночью. Мужчина сжал по тормозам, и скрежет шум, и многоточие, и нет конца людским слезам. В семье осталось двое детей, совсем одних на всей земле. Кто купит вкусных им конфеток, кто вырастет в любви, тепле. Мальчишке было только 5, девчонке 10 или 9, и каждый должен был узнать и в смерть родителей поверить. Их поместили в наш приют, где горе знает каждую маму, а дети ценят лишь уют, да прячут взгляд давно устал. Но вот в один прекрасный день, нет, я совсем не о погоде, вдруг был нарушен этот плен, подчинившийся свободе. Приехали к нам волонтеры, ребята те, кто любят всех. Они певцы, они шахтеры, они приносят счастье, смех. Одна девчонка, чуть постарше, к ребятам нашим подошла и, протянув игрушку Саше, тамбой похожий нашла. И, посмотрев Наташе в глазки, она вдруг явно поняла, что подарить должны сказку. И деток в дом к себе взяла. Ей было трудно, и порой она ночами волком выла. Но, возвращаясь в дом родной, детей гулять в саду водила. Им в тесноте, да не в обиде, жизнь сказкой стать смогла тогда. И благодарны дети Рите, ведь полюбила навсегда. Вера в надежду и добро сумела дать свои плоды и отступила тихо зло, и не оставила следы. С тех пор минуло много лет, я помню Сашу и Наталью, и знаю скромный их секрет, как характер сделать сталью. Они сумели полюбить, простить обиды и ошибки, сумели счастливо прожить, даря девчонке улыбки. А нашей спасла тогда, став лучом надежды, света
И нету лучшего добра, чем детям подарить рассветы. Смотри, смотри, Урал, как фонтаны бурлят. Как интересно. Наверное, юные химики туда перекись водорода налили. А ты вон туда глянь, какая девушка, в каком платье. Тебе только на девушки смотреть. Ну что ты опять начинаешь? Unchain my heart, baby, let me be. 'Cause you don't care. Well, please set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some fella tells me that you're not at home. Unchain my heart, set me free. Unchain my heart, baby, let me be. Unchain my heart, 'cause you don't care about me. You got me sort of like a pillowcase, but you let my love go away. Unchain my heart, set me free. Got the man in a trance, oh, but you know that I'm aware that I don't stand a chance. Unchain my heart, let me go my way. Unchain my heart, you worry me night and day. Why do you do a life of misery when you don't care about the beat? Ну, молодцы, особенно девушка. Ярарым Деяна, мен сені гына яратам ведь. Слушай, я что-то проголодался. Может, пойдем перекусим? Я знаю одно место, где можно хорошо покушать. Что здесь, в Америке, что в Башкирии. Cash register. Please, 2 cup of tea and potato. What? Ну, 2 cup of tea and potato. Please. Repeat once again, please. Слушай, может он по-башкирски понимает, да? İki şeş bir şey hem berenge. Духовка вам перешла. Петр, ты что, ты что ли? Вот тебя другой раз. Да, ну вот вы нас приехали денег заработать. Говорят, ты тут поднялся. Ну да, есть такое. Я сам не знаю, но слышал, что в том казино напротив люди хорошо зарабатывают. Может, стоит попробовать. Тогда мы идем с тобой. Сейчас кассу только закроем. Леди и джентльмены, добро пожаловать в Лас-Вегас, в город, где сбываются самые смелые мечты. Сегодня здесь
В этом замечательном месте царит атмосфера азарта и веселья настоящего казино. Покажите мастерство блефа за покерным столом. Испытайте свою удачу в рулетке. Выпейте кругленькую сумму в крысиных бегах и тут же спуститесь в блэкджек. Лас-Вегас создан для того, чтобы сорить деньгами. В городе действует только два правила. Удача сопутствует смелым, и все, что случилось в Вегасе, останется в Вегасе. Делайте ваши ставки, господа. Но прежде чем вы сделаете ваши ставки, специально для вас, совершенно бесплатно, выступает группа Non-Stop. Встречайте! Да, круто. Такое представление. Дамы и господа, сегодня и только сегодня окунуться в мир разврата и азарта нам с вами помогут крысы. Кто?
вообще не ползают? Да-да, именно крысы, вы не ослышались. Прямо здесь и сейчас, в этом замечательном и шикарном зале, у нас пройдут крысиные бега. Тот человек, чей питомец займет первое место, выиграет сегодняшние 10 тысяч долларов. Делайте ваши ставки, господа. Минимальная ставка сегодня всего 100 долларов. Ребят, 100 долларов всего. Ай дайте, а может выиграем? Ай, согласен, тоже ставлю 100 долларов. Вон на Скуби, вон ту крысу. Вот эту. И я хочу сыграть. Ура, дай мне 100 баксов. Я хочу поставить на руки Бальбоа. Он такой мальчик выглядит. А я поставлю Сони на Присциллу. Говорят, девчонки выносливые парни. Итак, мы начинаем. Ставки сделаны. Питомцы на низком старте. На старт. Внимание! Марш! Так страсти накаляются. У нас есть победитель сегодняшнего марафона. Им становится Рокки Бальбоа. Аплодисменты, друзья. Это был высший пилотаж, высшее мастерство гигантов-участников. И сегодня ваш выигрыш составит 10 тысяч долларов. Ну вы нас, ну молодец. Вот умница, знала, кого поставить. Вот это нам с вами повезло. Очень. Может, сходим куда-нибудь или посмотрим на что-то красивое и культурное, так сказать, обогатим всю культуру местного народа? Да-да, я согласна. Надо отойти от происходящего. Может, в театр? Отлично! Все, отлично. Дамы и господа, уважаемые туристы и коренное население Америки, мы приветствуем вас в нашем экстравагантном кабаре-театре. Здесь вы окунетесь в мир талантов нашего городка и поймете его культурное наследие. И открывают наш концерт бесподобные, очаровательные леди. Под ваши бурные аплодисменты. Если вы все, о чем сказать вы хотели, стать единым целым, неизвестно черные приметы, и в том же
самые стойкие люди. Итак, дамы и господа, встречайте! И пусть вас захлестнет цунами бурных эмоций и самых искренних чувств. Мне понравилось, очень красиво. Здесь прямо одни нам шедевры показали. Да, я и поспал заодно. Что дальше? Может, прогуляемся по городу, посмотрим на местные достопримечательности. Вы не поверите, но побывав в Лас-Вегасе, вы умудритесь оказаться и в Нью-Йорке, и в Венеции, и в Париже одновременно. Потому что все достопримечательности этих мест есть здесь, правда, что в уменьшенном размере. Вот, смотрите, статуя свободы Маши. Так она же похожа на мою Гульшадовку. Только она могла выйти встречать гостей с примусом в одной руке и с квитанцией от квартиры в другой руке. Так еще в халате и в бигудях. Смотрите, а там девушка поет. Может, послушаем? Давайте пошли. Больно,
Ребята, посмотрите, какая же тут красота. Все, я решил, я остаюсь здесь. Ты вон сколько бабок выиграла. Нам на первое время хватит. А как закончится, так еще сходим и в крысиные бега поиграем. Ты для начала со своими долгами-то разберись. Разберусь. А что ж уже ругаться-то? Не для этого сюда прилетели, проделали такой долгий путь. Вон, посмотрите, колесо обозрения какое, оно просто огромное, не то, что у вас в Уфе, вы имели там. А посмотрите, там Эйфелева башня. Прям как в самом Париже. Я на фоне хочу сфоткаться. Девчонкам своим покажем. Пусть завидуются. Слушай, а мне вот интересно, на самой Эйфелевой башне меняют тросы, которые поднимают лифт на второй и третий этажи? А, конечно, как лифт упадет, так и меняет. Столько народу здесь, как у нас прям в центральном рынке. И музыка такая громкая. Пошли там посмотрим, что-то интересное началось. Давайте.
Дорогие друзья, мы, конечно, осуществили свою мечту, заработали много денег, посетили этот прекрасный город и распробовали вкус азарта и окультурились. Всем, кто не был здесь ни разу, мы советуем посетить этот город во что бы то ни стало. Ведь живем мы с вами один раз, и прокачать надо жизнь на все 5! Помни